Подведены итоги деятельности компании «Газпром» добыча «Ноябрьск». Какие планы определены на этот год? По итогам 7-й недели года ситуация с ОРВИ в республике стабилизируется. Как обезопасить себя от вирусов? Проблема потепления климата и оттаивания вечной мерзлоты в регионе приводит к проблемам. По этому поводу сегодня собрались члены Совета старейшин и ученые Института мерзлотоведения. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Айсен Николаев встретился с руководством компании «Газпром» добыча «Ноябрьск». Напомним, что в 2019 году компания планирует ввод в эксплуатацию чаяндинского месторождения в Ленском районе и запуска газопровода «Сила Сибири». Сегодня на объектах месторождения ведется активная работа по обустройству объекта. По итогам совещания глава республики дал перечень поручений, в числе которых совместно с Минэкологией региона провести комплексные исследования природной среды в зоне воздействия промышленных объектов. Также будут подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве по реализации приоритетного проекта республики «Местные кадры в промышленность». Отметим, что сегодня на объектах строительства чаяндинского месторождения трудятся 250 человек. Из них 63 работника из числа местного населения. 2019 год для нашего предприятия и в целом для «Газпрома» знаменательный в данном регионе, в республике Саха. В этом году, в конце года, намечен запуск чаяндинского месторождения, а также подача газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китайскую Народную Республику. Поэтому год очень важный и будет очень насыщенный событиями и трудовыми свершениями. Также глава региона Айсен Николаев обозначил приоритетность поддержки семей с детьми. Напомним, что 14 февраля он издал указ о дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в республике. Нововведения коснутся всех детей, рожденных с 1 января 2019 года. Так, при рождении или усыновлении первого ребенка семья получит единовременную выплату в двукратном размере прожиточного минимума на ребенка. На сегодня это 33 812 рублей. На второго ребенка семье положено 30% от маткапитала или 135 900 рублей. С третьим ребенком до достижения его 3-летнего возраста ежемесячно будет выплачиваться 16 900 рублей в размере одного прожиточного минимума для детей. Данные меры в республике приняты в рамках исполнения задач, поставленных в майском указе президента России по поддержке демографии и качества жизни в целом. Конечно же, он исходит из того, что сегодня нам обязательно нужно поддерживать семьи с детьми, поддерживать рождаемость, потому что, к сожалению, во многих случаях, как это касается в первую очередь многодетных семей, их доходов не хватает. Они как раз составляют значительную категорию тех людей, которые сегодня находятся среди тех, у кого доходы гораздо ниже, чем в среднем по республике. И, естественно, со стороны государства должны быть приняты все меры для того, чтобы такой слой населения поддержать рождаемость. Да. Проблема потепления климата и оттаивания вечной мерзлоты приводит к серьезным изменениям в ландшафте и экологии региона, а также негативно влияет на его инфраструктуру. А в худшем варианте может угрожать жизни людей. Поэтому члены Совета старейшин приняли решение проводить совместное заседание с учеными Института мерзлотоведения. По итогам заседания участники приняли резолюцию и, в свою очередь, направили в правительство республики. Вопрос о потеплении климата. Ну, то, конечно, мы сразу на своем веку уже чувствуем различные ветра, снегопады, ураганы. А то, что нас предупредили, что около 30 населенных пунктов будет подтопление, это тоже нас беспокоит. Айсен Сергеевич уже выразился, что некоторые поселки надо переселять. Поэтому нам надо к этому вопросу подойти очень внимательно. Уровень заболеваемости ОРВИ снижается в Якутии. Превышение эпидемических порогов по республике составило 40%. В городе Якутске также заболеваемость снизилась и находится на уровне эпидпорогов. По данным лабораторного мониторинга отмечено сокращение циркуляции вирусов гриппозной этиологии в 2 раза. В пейзаже циркулирующих сейчас вирусов доминируют вирусы негриппозной этиологии. Это в основном парагрипп, аденовирус. Роспотребнадзор по Якутии рекомендует жителям принимать меры
личной и общественной профилактики, избегать контактов с лицами, признаками заболеваний, сократить время пребывания в местах массового скопления, носить медицинские маски, часто и тщательно мыть руки с мылом, регулярно делать влажную уборку и проветривание помещений. А при первых симптомах заболевания сразу же обращаться к врачу. Горы мусора и протекающие трубы. Некоторые управляющие компании Якутска не справляются даже с минимальным перечнем работ по обслуживанию жилфонда. С наступлением весны ситуация усугубляется. Если управляющие компании и ТСЖ не реагируют на обращения жильцов, в ход идут предписания и штрафы. Была проведена проверка в отношении компании «Юнион» и «Столичная». Туалет разваливается, на придомовой территории мусор, санитарная точка не убирается. Вместо контейнера для твердых бытовых отходов разбитый деревянный короб. Специалист надзорного органа зафиксировал каждую деталь. Бытовые отходы мимо выгребной ямы выброшены, значит, здесь управляющая компания не организовала уборку. Вот, следовательно, здесь, когда начнется оттайка, будет антисанитарные условия проживания. По результатам выездной проверки инспектор прямо на месте составил протокол и выдал предписание управляющей компании об устранении выявленных нарушений в срок до 4 марта. При этом на компанию «Юнион» будут наложены штрафы на руководителя до 5000 рублей, на юридическое лицо до 50 тысяч рублей. Они должны работать на опережение. Работать превентивно. Ежедневные осмотры состояния общего имущества, работы инженерных коммуникаций, придомовой территории, санитарных точек. Чтобы они увидели это, устранили, а не когда собственник позвонит им, скажет, что вот такая-то проблема на территории. Конечно, они сейчас уже получат и протоколы, и будут штрафные санкции за такое недобросовестное отношение. У управляющей компании есть свое мнение на этот счет. Мусор убирается. Мусор убирается везде в городе Якутске. Жилкомсервис все убирается во время потока, включая наледи. В данном случае, видимо, как мы видим, разлив наледи небольшой. То есть видно, что там буквально вылили 1-2 ведра. То есть это не систематически. Наледь там состоит. Она убирается 2 раза в неделю минимум. Вот кусок меняли. И вот кран поменяли. Потому что вот эти не держали. Эти трубы под домом протекают не в первый раз, а в результате повышенная влажность и угроза фундаменту здания. Периодически в одном месте они приедут, запаяют. Она в другом месте раз и лопнула. Управляющая компания, в общем-то, она быстро приезжает. В общем, реагируют они, конечно, нормально. Вот по холодной воде стоит труба, видите? Это после капитального ремонта. Должна быть по горячей стоять. И вот она и рвет ее. Здесь должна быть по горячей воде, она где-то в пару раз толще должна быть. Трубы меняла подрядная организация, однако результат выполненных работ по акту принимала управляющая компания. Несмотря на то, что работы по замене данных труб производила сторонняя организация, между данной организацией и управляющей компанией подписан акт выполненных работ, в связи с чем вся ответственность ложится на управляющую компанию. Проблемы с мусором и протекающими трубами самые типичные. Однако не все жильцы готовы доводить жалобы до устранения нарушений. Проверка жилищных инспекторов – крайняя мера. В случае многократных нарушений управляющие компании помимо штрафов могут и вовсе лишиться лицензии на обслуживание жилфонда. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Дилус Иннокентьев, Якутск. Заготовить дрова на зиму теперь можно бесплатно. Главное – знать правила сбора валежника. Такая нехитрая процедура осуществляется в рамках закона. Это понятие ввели в статью Лесного кодекса Российской Федерации. В нем говорится, что жители могут свободно и бесплатно заниматься сбором валежника для собственных нужд. Что нужно знать, чтобы не нарушить закона, и что же все-таки такое валежник, расскажем в сюжете далее. Дрова. Для многих это основной источник тепла круглый год. В среднем машина дров в Ленске стоит около 15 тысяч рублей. За весь период холодов жители частного сектора на печном отоплении сжигают в печах 3 машины. За зиму выходит кругленькая сумма. С начала 2019 года у жителей частного сектора появился альтернативный путь решения этой задачи. Жители могут свободно и бесплатно заготавливать валежник для собственных нужд. Это мертвые деревья. Древесина у этих деревьев потеряла свои технические качества и подвергается гниению. Следовательно, может использоваться только в качестве топлива и удобрения.
Главное не перепутать заготовленные на вывоз дрова с валежником, иначе могут быть неприятности. В районе достаточно много участков леса, арендованы под заготовление древесины на производство. И если собрать заготовленный материал под видом валежника, дрова обойдутся слишком дорого. Можно легко попасть под статью. В 3 случаях сбор валежника запрещен. Ну, во-первых, в местах рубки лесных насаждений – это опасно для жизни. Во-вторых, в местах складирования древесины, потому что, как я уже говорила ранее, в этом случае это не валежник, а чья-то собственность, или государства, или частника. Сбор такого, скажем, в кавычках, валежника будет приравниваться к краже и наказываться по всей строгости закона. В-третьих, нельзя собирать валежник на особо охраняемых природных территориях. Здесь вмешательство человека запрещено полностью. За незаконной вырубкой лесного массива и за правильный сбор валежника следит Ленское лесничество. И это не единственное направление работы учреждения. Основная задача Ленского лесничества – это охрана и контроль за лесными ресурсами, то бишь за лесозаготовителями и организациями, которые сейчас работают на нашей территории, это газовики, нефтяники. Территория Ленского лесничества составляет около 7 миллионов гектар. Это леса федерального значения. Закон вышел, но есть небольшой нюанс. Для каждого субъекта страны будут приняты индивидуальные правила и нормы сбора валежника. В Якутии над этим уже работают в Департаменте лесного хозяйства и Министерстве экологии республики. Но какие бы нормы и правила не были добавлены, неизменно одно – жители беспрепятственно могут заготавливать дрова в необходимом количестве и бесплатно. Вячеслав Пилипенко, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Это были новости в прямом эфире. Еще больше новостей на наших сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.